Башкортостан, Урал күкрәгенең меңәр еллык корос калканы. Сыныктырган уны башкортымдың ирек өсөн түккән алканы. Принятие декларации о государственном суверенитете – событие, оставившее значительный след в судьбах людей. В Сибае традиционно День Республики начинается с праздника поэзии и вручения городской премии имени Рамазана Умедбаева, который проходит в сквере имени национального героя Салавата Юлаева. В этот день здесь собрались люди самого разного возраста, различных профессий, для того, чтобы вспомнить истинных патриотов, стоявших у истоков независимости Башкирии. Собравшиеся почтили память Салавата Юлаева и возложили цветы к его бюсту. Затем были названы имена лауреатов ежегодной городской премии имени Рамазана Умедбаева. Напоминаем, эта награда в области литературы, публицистики, образования и искусства утверждена в целях увековечивания памяти видного государственного и общественного деятеля, писателя и публициста Рамазана Гимрановича Умедбаева. Вручение премии способствует выявлению и поддержке талантливых людей, их стимулированию к творческой деятельности. В этом году за огромный вклад в создание энциклопедии к юбилею Сибая лауреатами стали глава администрации городского округа Халид Сулейманов, заместитель главы Ильгиз Хайруллин, генеральный директор сибайского филиала УГОК Евдат Бекинов, председатель городского совета Юрий Лысенко, депутат Госсобрания Курултай Республики Башкортостан Нур Тажидинов, начальник информационного отдела городадминистрации Расуль Байгильдин, член-корреспондент Академии наук, доктор биологических наук Елиль Сундуков, ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Огнев, директор башкирской энциклопедии Уильдан Саитов и руководитель местной писательской организации драматург Амина Яхина. Получение этой премии для меня очень высокая честь. Я думаю, в дальнейшем я оправдаю это доверие нашей администрации и буду работать вдвойне. Этот год был годом литературы, и поэтому был очень богат событием. Особенно я хотела бы отметить литературный марафон, который прошел в республике. На литературном марафоне мы открывали новые имена, особенно молодых. У нас Фанис Сербаев был отмечен как самый лучший, и будем издавать его книгу. Далее праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, развернулись на центральной площади города. В Башкортостане всегда уделялось особое внимание и оказывалась государственная поддержка молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Благодаря программе обеспечения жильем молодых семей за последние 5 лет на территории городского округа обладателями сертификатов стали 70 таких семей. На данный момент еще 645 изъявили желание улучшить свои жилищные условия с помощью государственной поддержки. В этот торжественный день 13 молодых семей получили свидетельство на приобретение жилых помещений или строительстве индивидуального жилого дома на общую сумму 12 миллионов 889 тысяч 800 рублей. Жилищный вопрос в этот день разрешился еще и у врачей. На плечах наших медработников лежит большая ответственность, и они достойно справляются со своими обязанностями. Как известно, государство не оставляет без внимания и оказывает постоянную поддержку работникам этой сферы. Врач-инфекционист стационара для детей и подростков Луиза Султангужина и врач-анестезиолог-реаниматолог Радик Надыргулов получили ключи от служебных двухкомнатных квартир. Наша семья состоит из 4 человек. Муж Ильсат Ахмадеевич, участковый полицейский, дочка Зарина, 6 лет, и сын Ильяс, 3 года. Я работаю в системе здравоохранения с 2005 года, врачом-инфекционистом. Мы очень рады. Для нас это очень большой подарок ко Дню Республики. Получается, в сфере здравоохранения больше 7 лет в общем стаже. Если учитывать, что после среднего медицинского образования работали в городе Сибая, поступили в медуниверситет, соответственно, вот сейчас тоже приехали и уже больше 2 лет работаем в сибайском здравоохранении. Вот. Большое спасибо администрации города. Также, пользуясь случаем, хотели поздравить жителей нашего города, жителей республики с таким красивым, прекрасным праздником, Днем Республики Башкортостан. Пожелать огромного здоровья, счастья, семейного благополучия, любви, быть добрее друг к другу. День Республики также стал двойным праздником для многих сибайцев, которые получили звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Отличник здравоохранения Республики», почетные грамоты Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Башкортостан, Министерства культуры, Министерства здравоохранения и Совета городского округа города Сибай. Моменты вручения грамот и награждений чередовались концертными номерами городских творческих коллективов. Зрителями были не только сибайцы, но и представители соседних районов, участники сельскохозяйственной ярмарки,
ярмарки, который проходил в этот день также на Центральной площади. Еще с вечера сюда стали прибывать машины с отборной продукцией из районов республики. Места хватило и грузовикам под завязку, забитым отменной картошкой, и легковушкам с мясом, медом и овощами. Приехали представители крестьянско-фермерских хозяйств, а также частники с урожаем своих подворий. Чтобы обойти все прилавки ярмарки, нужно было потратить не менее часа. Глаза разбегались от разнообразия продуктов. Такое обилие даров природы бывает только раз в году осенью. Урожаем этого года хвастались жители Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Хайбулинского, Бурзянского, Зианчуринского, Белорецкого, Гафурийского районов, хозяйства поселка Туяляс, Оренбургской, Челябинской областей. Особенным спросом среди покупателей пользовались такие продукты, как мясо, овощи и мед. И это неудивительно, несмотря на сравнительно низкие цены, натуральные продукты отличаются своим высоким качеством. Мы торгуем мясом говядины, свининой. Это привозят нам частники, то есть мы закупаем у жителей деревень и продаем. На ярмарке мы второй раз. Приехал с Кугарчинского района, с Муракова. Мед разный у нас. И цветок есть, и гречиха, и липа есть. Почем 3-литровка? 1500 липа. Самый дешевый у нас по 17 рублей продаем. Тот неделя тоже по 18 продаем. Постараемся еще подешевле. Посмотрим, как продают. Все равно рубль ниже ставлю я все время. С вами можно поторговаться, скидываете цену? Да. Продукции, как видите, налицо. Любой выбор, мягкие, самоделка, ручной катки. Домой приезжает, заказывает. Даже сравнительно холодная погода и первый снег не смогли помешать горожанам запастись на зиму. Всем хотелось отведать настоящую качественную продукцию. Несмотря на то, что это не первая ярмарка, покупателей было много. Можно все взять, все привезли. Сельское хозяйство работает в Башкирии, так что все приобретем. Что хотите купить? Купить мед купим, может мяса подкупим. Ярмарка нормальные, дешевые продукты. Молодцы, пусть организовывают почаще вот такие вот ярмарки. Еще до конца месяца же будете, это очень хорошо. Все довольны, главное. И дешевле можно приобрести на всю зиму. Настроение отличное, хорошее, погода тоже нравится, хотя и снег идет. Сделали покупки, купили перец, нравится очень. Вот таким ярким и насыщенным на разные события запомнят сибайцы День Республики, 25-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.